Евгений Николаевич, как вы считаете, консервативное лечение, особенно больных, которые идут в пути корсетирования, насколько оправданы консервативной терапии, способно ли оно, медикаментозно я имею в виду, влиять на эффективность корсет-терапии? И есть ли литературные данные, подтверждающие, что консервативная терапия улучшает эффект корсет-терапии? Да, конечно. Включение витамина D и препаратов кальция в комплекс консервативного лечения, на мой взгляд, просто обязательно. Кстати, это мы не открываем ничего нового. Еще в 1964 году, когда профессор Кон организовал интернаты по всему Советскому Союзу, организовывали специализированные школы-интернаты, как бы обязательным было проведение ультрафиолетового облучения и прием РБВЖ. То, что принято было тогда для профилактики дефицита витамина D, хотя не было возможности определения уровня витамина D в крови у детей, но, тем не менее, клиницисты видели микросимптомы дефицита витамина D. Поэтому это было стандартно. Но со временем, так сказать, от этого отошли. Сейчас на современном этапе мы имеем возможность определять витамин D в крови. И если у ребенка в пубертатном периоде мы видим 8 нанограмм на миллилитр, тогда, когда нижняя граница нормы 30, ребенок растет, развивается, и вторичный гиперпаратиреоз, то есть такой дефицит кальция, что включается парагормон для того, чтобы держать уровень кальция в крови, то, конечно, мы должны обязательно компенсировать. И это должно быть, так сказать, стандартом для терапии. Кроме того, существуют работы, которые были проведены по инициативе наград исследований Ассоциации по изучению сколиоза. В Китае были в течение 2 лет были выбраны достаточно большие группы, где-то по 300 человек, пациентов со сколиозом. Это исследование было рандомизированное, двойное, слепое, плацебо-контролированное. Значит, одна группа, они были одинаковые по тяжести течения, все получали одинаковое консервативное лечение, но одна группа получала профилактическую дозу витамина D и профилактическую физиологическую дозу кальция. И у этой группы было показано достоверное, так сказать, менее тяжелое течение, чем у той группы, которая получала просто ортопедическое лечение без этого. Спасибо. Еще, может, кто-то хотел бы высказать, прокомментировать. Пожалуйста. Я бы хотела поддержку доклада по сколиозу и нутритивным нарушениям. Этот вопрос, по крайней мере, в Беларуси стал изучаться не так давно. Но даже на сегодняшний день я нашла как минимум 2 ассоциации, которые занимаются реабилитацией, консервативным лечением сколиозов, и у них пестрят уже онлайн-публикации по поводу нутритивного контроля и баланса некоторых микроэлементов у пациентов, которые проходят консервативное лечение с деформациями позвоночника для растущих детей. То есть это исследование, думаю, будет актуально очень, которое проводится на базе ЦУДО и дальше его развитие. Спасибо. Я бы хотела сказать, что то, что вертебрологи сейчас повернулись лицом, они всегда смотрели в сторону консервативной терапии, но это была антикоагулянты, то есть надо было больного после операции подтянуть до того уровня, чтобы он ушел на своих ногах из клиники. Восстановительное лечение.
Но сегодня вертебрологи стали больше обращать внимание на качество костной ткани, с которым им приходится сталкиваться во время хирургического вмешательства. И это очень здорово, потому что будет меньше осложнений. Я хочу сказать, что сегодня вот так четко сказать кто-нибудь из нас, присутствующих в этом зале или в зале, который внизу, что назначение лекарственной терапии патогенетически для лечения остеопороза, оно ускорит, например, процесс консолидации. На сегодняшний день таких данных касающихся людей, в общем-то, практически нет. Да, есть на животных эксперименты, в которых доказано, что формируется быстрее костная мозоль. Есть данные, которые говорят о том, что повышается механическая прочность этой костной мозоли. Но таких данных в отношении переломов, например, у людей не существует. Но, может быть, мало исследований проводилось в этом направлении. Но то, что лекарственная терапия в послеоперационном периоде позволяет получить более благоприятные результаты, это, в общем-то, несомненно. Конечно, эта терапия должна быть длительной. Никто не говорит о лечении 1, 2 или 6 месяцев, которые отделение 7 готовит сейчас больных, проблемных для ортопедического вмешательства. Терапия остеопороза – это долгоиграющая пластинка. Лечение должно быть пожизненным. Другое дело, что набор этих препаратов, которые будет получать всю жизнь пациент, оно бывает разным. В периоды, скажем, первого года после перелома случившегося или после хирургического вмешательства, это может быть более агрессивная патогенетическая терапия, нам надо как-то повлиять на ремоделирование костной ткани. Но дальше это может быть поддерживающая терапия, это может быть прерывистые курсы. То есть это пациенты, которые требуют вдумчивого отношения, как и сам диагноз остеопороз. Его нельзя поставить только по рентгеновской денситометрии, и нельзя назначать лечение только потому, что сегодня вы прочитали статью или услышали, что очень хороший вот такой-то препарат. Нет, это пациенты, которым надо поставить диагноз остеопороз, исключить другие заболевания. Для этого надо больного обследовать. Это клинический диагноз. Так что здорово, что мы все повернулись к нему, потому что вал больных после ортопедических хирургических вмешательств с осложнениями, он начинает зашкаливать. Так что это имеет большое значение, тем более, что мы сегодня слышали на первой секции, что в нашей стране насыщаемость кальция очень низкая. Очень большой процент людей, которые не доедают этого кальция, очень большой процент людей, которые живет в дефиците. Например, Москва, которая имеет мало солнечных дней зимой, и даже люди обеспеченные финансово, вдруг при обследовании выявляют, что транспортная форма у них не 30, это нижняя граница, а где-нибудь 6 или 8. Так что работы у нас у всех хватит. И мы никогда не должны, это мое мнение, забывать о том, что есть еще что-то из консервативных препаратов, которые помогают нам в хирургической деятельности. Спасибо, что вы остаетесь таким активным сторонником борьбы с остеопорозом и помогаете хирургам, но главное не хирургам, а больным с этим тяжелым заболеванием. Я в заключение хочу сказать, что период больных с тяжелой формой остеопороза надо быть большим оптимистом. Это сродни как производится метастазы, наверное, на оперативное лечение. И, конечно, появляются новые методы стабилизации, изменения, но пока мы не будем понимать, что делать с остеопорозом, успех мы будем добиваться. И, конечно, всегда надо думать об остеопорозе, а потом лечении этих больных. Спасибо.